такую традицию. Босанган аэль, ну, женщина, которая родила, она ест калжа, мясо, 40 дней пьет сорпа. Сейчас доказали, что это очень полезно для женщины, чтобы восстановиться быстрее. Во-вторых, эта женщина ела шею, мойнду. Еп тазалап, вешали у входа в дом. Знаете, зачем это делали? Все думают, что чтобы ребенок держал шею, крепчал быстрее, да? Возможно, это тоже вариант, но это не basic. Фишка в чем? Раньше казахи жили в юртах. И когда человек делал долгую дорогу, допустим, с другого аула, я к тебе в гости приезжал, я знал, в какой юрте есть женщина, которая недавно родила, и мне туда не стоит заходить. Да. Потому что до 40 дней, чем бы я каким-нибудь легкой какой-то болезнью болею, я заражу, ребенок может умереть. Случаи были, когда взрослый человек поцеловал младенца, а он болел герпесом, но никак не проявлялось. Ребенок умер. Да. Нет иммунитета потому что. И насколько крутые наши предки. Да. Причем... И вот это вот месседж просто, ты такой раз увидел, что тут тебе не сюда, и в другую юрту идешь. Причем не всех допускали же в эту юрту. Не все можно было заходить. Ты не то чтобы заходишь туда, ты даже ее не тревожишь. Настолько уважение, вот то, что мой устаз говорит. Казахтың салт дәстүрі исламмен біте қайналасқан, в параллели идут. Нет противоречий. Если были противоречия какие-то, мы в наших традициях мы их уже отсекали. Ну да, мы бы так легко бы не приняли бы, наверное. Да. И мы уважаем женщин. Уважение к женской половине в наших традициях тоже очень таки показательно. Вот то, что не просто заходить там, чайгуй, там, что ты спишь, там еще что-то. Уважение. Даже не тревожили. Кайф, да? Да.